Всем добрый вечер. Я рад начать эту, можно сказать, предновогоднюю программу с таким замечательным гостем. С нами сегодня в студии, в нашем небольшом составе, все болеют, депутат Джугурку Кенеша, неоднократный депутат Джугурку Кенеша, оппозиционный политик, я так думаю, Адахан Кимсанбаевич Мадумаров. Добрый день. Добрый день, рада вас видеть. Первый вопрос у меня такой, и сразу с места в карьер. После ареста членов комитета по защите Кемпирабадского водохранилища было ощущение, что вы ушли в сторону. Об этом, это не только мое ощущение, об этом говорили. Были слухи, что вы якобы сговорились с властью, что ваша фамилия исчезла из протоколов допросов, что вы вообще перестали фигурировать в этом вопросе, в вопросе Кемпирабада. Но вот, наконец, вы снова появились. Ну и в этой связи у меня вопрос, что произошло, почему вы исчезли, почему вы снова появились? Вы знаете, один гениальный человек как говорил, если ты про себя хочешь узнать больше, выходи на улицу. Вот про меня чего только не говорят, чего только не сочиняют. Иногда хочется выйти утром на улицу и спросить, как я спал, что мне приснился. Вот настолько уже сегодня же время безответственности. И всякие там сочинители находятся, и зачастую эти сочинители как рядом находящиеся люди, так и противоположной стороны. И очень часто вот рядом кто сидит, рядом кто общается с тобой, вот они сочиняют разные небылицы. Что из протокола исчезли две фамилии Мадумарова-Масалиева, это после того, как Мамбет Чунусабылов дал показания, что Масалиева и Мадумарова пригласил как организаторы того, пригласил как депутатов прийти послушать. Во-первых. Во-вторых, те люди, которые создали комитет по защите Кемпирабада, водохранилища, они выполняли поручения Народного Курултая, который прошел прямо на берегу Кемпирабада. Это законное право, ихнее законное право, конституционное право. Ибо по Конституции каждый гражданин имеет право выражать свое мнение. Там не написано, эти мнения должны совпадать с властью. Нету такого. Открыто выражать свои собственные какие-то видения. Вот то, что закреплено в Конституции, они этими пользовались. Второй момент, почему я долгое время не говорил об этом, тоже. Кто хочет увидеть и услышать, они увидели, услышали. Я практически на каждом заседании комитета и пленарном заседании об этом говорил. Ну, просто кому-то хочется вообще не замечать. Второе. Потом более 10 дней лечился в стационаре. После этого сразу по приглашению Государственной Думы вылетел в Москву. В Москве состоялось третье заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ именно по теме лидеры политических партий, руководители фракций и перспективы взаимодействия. Вот. И там принимал участие, пролетел. И мы все-таки, как законопослушные люди, ждали положенные 2 месяца. Мы думали, что в течение вот этих 60 дней они все-таки примут окончательное решение. У меня хрупкая была надежда, но была надежда. Потому что те обвинения, которые предъявляют участникам этого комитета, это абсолютно беспочвенное, высосанное из пальцев. Это выдуманное обвинение.
Это стопроцентное политическое обвинение. Но, как говорится, если человеку не дано изначально Всевышним, то это бесполезно ему что-то говорить. Вот они приняли решение оставить до 20 до 22 февраля. Вот. Это безысходность. Почему объявили голодовку? В течение 60 дней не было ни одного следственного действия. Никто не интересовался. Ни одного вопроса не задавали. Это кощунство, это издевательство над человеком. И вот такой вот момент должен выразить свое мнение, свое отношение к этой власти. Что я и сделал. А что вообще делать можно в сложившейся ситуации, когда даже голодовка, крайние меры просто никак не влияют, не действуют? Вы знаете, вот эта вот чванливость этой власти, это поражает. И когда отвечают, что их родители не так воспитали, это, я не знаю, какие бы слова выбрать. У многих родители ушли. Оставь их в покое, не трогай. Об умерших либо хорошее, либо ничего. И теперь бросаться в адрес родителей это низость. Это абсолютная безграмотность, абсолютная бескультурие, абсолютная безнравственность. И к родителям надо относиться, какими бы они ни были, с уважением, с большим. Если ты разбираешься с человеком, разбирайся по конкретным вопросам. Вот родителей не надо трогать. Голодовка – это крайняя мера. Это попытка обратить внимание, заострить внимание. Но на такие шаги, на такие меры реагирует человек, который хоть что-то есть внутри человеческое. Это лишний раз показало и доказало, что у нынешней власти ни души, ни совести, ничего нет такого. То есть, по сути, сейчас бесполезно, в принципе, что-то делать. Я еще с прошлого года, может быть, и 2 года назад говорил, в Кыргызстан попал в такое поле, где царит только закон джунглей. У нас абсолютное беззаконие, по понятиям живем. Я это с трибуны парламента говорил, озвучил, я и на комитете говорю. Бесполезно принимать законы, которые не выполняются. Парламент, который принимает эти законы, я назвал бы это мартышкин труд. Потому что эти законы не исполняются, не выполняются, не контролируются, никем не требуется исполнять эти положения. К сожалению, это так. Поэтому то, что Дмитрий говорил, вот вы появились, я появился, возможно, в резкой форме выразился, поэтому сразу заметно стало. Вот, наконец-то появился. А так, в культурной форме, в интеллигентной форме. И я достаточно жестко выражаю свою позицию всегда. А вот вам за это, простите за сленг, не прилетает? Не было такого, чтобы на вас оказывали вот такое вот какое-то давление, особенно после последнего высказывания? Не звонили там, не знаю, с угрозами или что-то такое не происходило? Я не первый год живу и не первый год в политике. Я в своем веку видел всякое. Так что оглядываться назад и шарахаться, и бояться от каждого шороха поздно. Это не по мне. Поэтому мое мнение, это исключительно мое мнение. Я свое мнение буду говорить везде. Независимо от того, что кому-то это нравится или кому-то не нравится. Ведь всегда издевались, смеялись, шутили над политиком Жириновским, так? Вот у него, между прочим, очень крылатое, мощное выражение. Я счастлив. Я счастлив только от того, что я всегда мог говорить то, что думал. Это богатство. Так? В свое время издевались, а сейчас говорят, что он пророк российской политики. Говорить свое собственное мнение, говорить собственные какие-то там мысли, это величайшее богатство. Я всегда сравниваю, к примеру, великого поэта
Алишера Наваи, которого просили, чтобы он мог служить первым визирем во дворце эмира, он говорит, вам кто нравится, что нравится? Алишер Наваи нравится или его стихи? Говорили стихи. А он говорит, хотите, чтобы эти стихи были всегда? Да, говорит. Я в этой клетке не могу писать. Вот эта сила свободы. Я в этой клетке не могу писать. У вас нет ощущения, что вот наше общество сейчас проглотило или не заметило вот этот вопиющий акт подавления? Арест, массовый арест 30. Ну, это вещь, которая сравнима с тем, что происходило там в 37-38 Я в свое время говорил, когда арестовали 28 человек, которые хотели отстоять, защитить землю и воду. Землю. И самое главное, колоссальный запас питьевой пресной воды. 28 человек. Аккурат 28 героев, когда защитили Москву. Не пустили панфиловцев 28. Наши земляки. Аккурат. Вот я аналогию приводил. 28 человек, которые хотели защитить вот эту вот святая святых, это наша земля, это наша вода, это наши горы. Вот. И 28 человек не пустили гитлеровцев в Москву. Тогда, когда оставался сколько там, 20 с чем-то 27 километров до Москвы. Вот этот вот призыв политрука Клочко, да? Велика Россия, отступать некуда, позади Москва. Вот они действовали точно так же. Герои бывают не только на поле войны, герои бывают все времена. У каждого время есть свои герои. Вот это вот люди, которые сидят сегодня в СИЗО, они настоящие герои сегодняшнего дня. Они настоящие батыры. Они, защищая землю, они не защищали свое предприятие, свой базар, или свой комок, или свои какие-то там богатства. Нет, они защищали общую землю. Они защищают эту землю. И они принципиально стоят на этом. И еще один героизм. Некоторым подходили и говорили, оказывается, вы знаете, мы на следующем заседании мы можем отпустить. Нет. Я выйду отсюда тогда, когда выйдет последний человек, который вместе со мной были задержаны. Это тоже героизм. Но мы герои этого не нужны, замечаем. подвиги героев нужны для того, чтобы воодушевлять. Подвиг 28 панфиловцев воодушевил великую страну на то, чтобы вся страна совершила подвиг. Остановили фашистов. И потому что этот фашистов. героизм, Дмитрий, этот героизм было поддержано со стороны государства. И руководство государства попыталось довести до каждого гражданина Советского Союза, Великого Советского Союза. А сегодня тролли, боты, которые создаются именно руками власти, они доводят наоборот. Вот они враги, вот они, значит, пытались захватить власть. Вы можете себе представить, что 5 женщин, которые там с кувалдой, там, руками, лопатами или с чем-то там хотели бы захватить власть, да? Или Акыла Айтбаева, или Айдана Ахматова, вашего коллегу там. Кого вы можете представить себе, что они кувалдой хотели бы, как они захватили, точно так же они бы могли захватить? Нет. У каждого дурь в голове, собственная дурь. Вот они считают, что они хотели захватить. Нет. Я абсолютно уверен в том, что они сидят не из-за того, что они хотели защитить, противостоять ратификации Кемпер-Вадского водохранилища. У них была позиция до этого антагонистическая к этой власти. Непримиримая позиция, принципиальная позиция. Вот Уразаем Нарматова всегда выражала свое мнение открыто и честно. Акыл Айтбаев открыто писал. Что касается по Кумтуру, по золоте, по другим позициям, Айданбек Ахматов открыто выражался. Писал, открыто писал. И вот эти вот блогеры, журналисты, они писали, они имеют собственное мнение. Сегодня в нашем Кыргызстане иметь собственное мнение – это уже преступление. Понимаете? Твое мнение должно совпадать с мнением 2-3.
А если не совпадает, значит, у тебя неправильное мнение. Как и неправильные пчелы. Вот. Вот этот вот беспредел, она рано или поздно закончится. Вы задали вопрос, кого-то воодушевляло. Я должен сказать, что именно те люди, которые сидят, с ними солидарны сотни тысяч, миллионы людей. Но, к сожалению, у нас же трусость, боязливость, они же сейчас стали государственной идеологией, етятбол. Вы знаете, что такое кыргызский етятбол? Будь осторожен. На каждом шагу етятбол. Будь осторожен. Хорошо, я буду осторожно жить, ты будешь осторожничать, она будет, другой, пятый, сосед, село. Вся страна будет осторожничать. И Но что? это психология сталинских времен. Жителей, тех, На того Сталина, населения. Дмитрий, Нет, я вы не буду знаете- сейчас на Сталина ругать. Я говорю о том, что это психология людей 37-38 года, Нет. когда боялись шороха, Что боялись сосед донесет. стука. У каждого время есть свои тираны. А что касается Сталина, не надо сравнивать 30-е годы, 40-е, когда страна стала на грани быть или не быть. И сегодня, когда цивилизованный мир, сегодня достаточно грамотное население, знающее, что, где, как, почем, сравнивать с ними. Если давайте сравнивать, давайте 30-е годы Советского Союза и 50-е в течение 20 лет. Это цветущее государство. Это цветущее, процветающее государство. Это сильнейшее государство. Это мощное государство. И сегодня вот эти вот люди тоже попытаются, конечно, напугать, но я должен сказать, это имеет эффект пружины. Это не раз доказывая нашей новейшей истории. Надо нажимать сколько угодно. Чем быстрее, чем тяжелее будешь нажимать, тем быстрее вылетишь оттуда. Вот этот процесс идет. А кого-то воодушевляет, безусловно воодушевляет, восхищается, говорят. Но рано или поздно вот это восхищение выйдет наружу. Это неизбежно. Это неизбежно. Если власть будет действовать так же, продолжит действовать так же, они Ну, судя по тому- досидят до конца срока. Судя по тому, как вчера они вели себя, вы знаете, я когда-то писал, наступать каждый раз на одни и те же грабли, а кыргызы наступают на Китмень, а Китмень бьет Больнее. больнее. Не надо доводить до этого. А процесс идет. Вот так. По поводу самого Кемпирабада. Мы могли его не отдавать? Не то, что не могли, Узбекистан даже этого и не требовал. Потому что эта земля не спорная. Они претензий не имели. Почему последнее, заключительное, скажем, выступление, когда я просил 10 минут, они обязаны были дать. Они говорили в конце, подождите, в конце. А в конце сам председательствующий тихоря говорит, против, голосуйте, против. Вы же это видели кадры, да? Против голосуйте. Отказать Мадумарову выступить. Почему? Потому что у меня были тома, целые тома, на которых сегодня власть бросается, там старые руководители, вот они отдали, пятый. Ничего подобного. Это вранье, это ложь. Это ложь. На Сюембаева, на Усабалиева ссылается. Это вранье, чистой воды про вранье. Они наоборот, у нас на руках есть архивные документы, постановления, подписанные Темирбеком Кудайбергеновичем Хошоевым, подписанные Сюембаевым, подписанные другими руководителями соответствующими в то время Кыргызской республики. У них нету ни одного документа, что да, они согласны, да, они перед... Нет, наоборот, они везде говорят, оставить в прежней границе, оставить в прежних точках. Вот эти постановления есть. К сожалению, большинство депутатов не изучает документов. Не то, что не изучают, они даже в мыслях не представляют, что есть такие архивные исторические документы. Они не интересуются этим. Их не волнуют эти документы. Им сказано поддержать, они поддержат любое решение. Даже не читавшие документы.
У нас же часто бывало там. У нас есть на руках документы? Нет, не розданы еще. Давайте проголосуем. А как ты будешь голосовать, если ты не видел? Нет, давайте, говорят там, хороший документ, давайте поддержим. Вот до чего мы дошли? Вот, к сожалению, сегодняшнее состояние парламента, сегодняшний А они, уровень... все ли нашего- депутаты способны интеллектуально работать с документами? Вы знаете, когда Дитрих Геншер посетил Москву, последний визит был, к сожалению, у него аксакал, как Владимир Путин выразился, вы патриарх европейской политики, это вы можете говорить, а мне с ними работать. Он что сказал? После Деголя, генерала, после Черчилля, таких крупных политиков, как таковых политиков, в Европе не остались. Все обмельчались. Он так сказал, сидя в Москве. На что президент России сказал: да, вы патриарх, вы имеете право так говорить, а мне с ними надо работать. А вот то, что на ваш вопрос, умеет ли вообще пользоваться этими документами, я сомневаюсь. Я сомневаюсь. Мягко буду выражаться, что я глубоко сомневаюсь. Потому что иногда, вот, допустим, отдельный договор по Кемпироваду, отдельный договор по рекам Куршаб, Карадарья, да? Там отдельный договор по Кемпировадскому водохранилищу они подсунули, наши обсуждают. Я говорю, теперь, значит, мы будем лишаться пользоваться вот этой водой. Они говорят, где это написано? Я говорю, вот здесь пишут. Кыргызская сторона берет на себя обязательство беспрепятственно, регулярно обеспечивать необходимым запасом водохранилища. А я говорю, значит, по верхнему течению ты не имеешь права пользоваться этой Забирать водой. воду. Забирать Многие, Дмитрий, многие говорят, а где это написано? Мгм. Им надо показать, вот так написано. Они говорят, этого же нету. Я говорю, регулярно обеспечивать, это значит, ты обязан не Постоянно. препятствовать течению, естественному течению воды. Он говорит, а где это написано? Простите. И я еще, оказывается, нервы достаточно крепкие. Знаешь, вот, до такого чудачества доходит. Что ты хочешь после этого? Где-то в каком-то законе какие-то изъяны находишь и говоришь, возмущались вначале же. Почему вы только выступаете, почему вы, а кто вам запрещает выступать? У них выступление, у меня у меня в Арыке вода не течет, у меня, значит, мост сломался, у меня в школе там, значит, крыша течет. Не этим должен заниматься парламент. Парламент должен иметь четкое место свое в системе государственного управления. Это принимать законы и жестко контролировать исполнение этих законов. Все, других функций нет. Ты не должен борцовский зал строить, ты не должен там УЛАГ проводить. Ты не обязан это делать. Но чистый, абсолютно бесполезный популизмом заниматься, вот это вот, и причем нашему народу это больше нравится. Народу это больше нравится. Народу сегодня лучше дай что-нибудь, чем великую идею, какую-то там перспективное видение. Нет, давай чай попьем. К сожалению, да. Это востребовано? Да, такие подходы востребованы. Ну, это же связано скорее уже с доверием к предыдущим политикам, которые когда-то наобещали чего-то грандиозного, это не произошло, и они говорят, уж лучше мы вот сегодня будем сыты, налейте нам чаю, почините нам крышу, нежели мы будем в какие-то ваши эфемерные крупные идеи верить. Знаете, если вот так рассуждать и так жить, лучше не стоит жить. Ведь есть определенная часть, которая умалчивает о сегодняшнем положении. Есть выдающиеся, как они про себя думают, бьют грудь, что я народный поэт, я народный писатель, я народный артист, кавалер ордена Манаса. Там. Тьфу, грош цена им, этим героям. Для меня настоящие герои, я как говорил, они выразили свои позиции и там находятся.
Вот они настоящие герои. Мы должны изменить психологию. Психологию, что героем становятся не за долгожительство, не за служение власти, не за, скажем, за определенные какие-то там качества. Героями должны становиться именно те люди, которые заслуживают этого, чтобы народ аплодировал. Посмотрите, я недавно был в Москве и говорил, последние, скажем, 15, 10, 20 лет мы через телевидение, как мы привыкли говорить, центральный, да, Первый канал, РТР, кого мы видим? Кого мы видели? Все телевидение отдали на откуп 3 людям, которые, как только вот эти проблемы начались, исчезли. И они всегда приглашали, я их называю уткогубые. Уткогубые девушки говорят, светская львица. Да она шакалех, а какая львица? Или говорит, золотая молодежь. Нет, это гнилая молодежь. Это гниливо. Золотая молодежь — это те, которые на Олимпийских играх показывают себя, да, заставляют флаг поднимать перед всем миром. И на этих олимпиадах там среди студентов, среди школьников добиваются чего-то, или что-то там новое, что-то придумывают, конструкторские новшества, новаторства. Вот это и есть золотая молодежь. Золотая молодежь — это те, которые выращивают сегодня хлеб. Молодежь, которая сельская молодежь, вот она золотая молодежь. А не те, которые там на последних моделях Мерседесов, Лексусах там катаются по Москве и гонки устраивает по ночной Москве. Их представляет представитель золотой молодежи. Это гнилая молодежь. Вот эта вот психология, вот эта идеология, которую привели к этому. Настоящие герои — это те, которые защищают страну, защищают ценности, защищают историческую правду. Надо перевернуть это все наоборот. И сколько раз орали, кричали, на какой бабушке будет жениться в следующий раз Прохор Шаляпин. Да. И 2 часа эфир. Очень интересно. Что интересно? Всем интересно, на какой же бабушке. Поэтому смотрибельность, поэтому рейтинг. А оболванивать общество, молодежь, оказывается, это 3 минуты. 3 минуты. Вот сейчас многие считают, что да, действительно, Сталин напал на Украину, а Гитлер пришел на помощь. Гитлер хотел освободить. 1000 раз говоришь им, а они категорически не соглашаются, потому что они со школьной скамьи или с детского садика вбили в мозгу именно вот эту теорию. Потому что на ТикТоке воспитанное поколение. И на интернетах. Сейчас же страшно становится. Говорят же, на нас обижались, да, которые мы заочно заканчивали высшие учебные заведения. Бойтесь, идут дистанционники, которые учились на онлайн. Вот так. А у нас в Кыргызстане сегодня, к сожалению, знаете, счастливы были и Төлөмү Шакеев, и Болот Шамшиев, счастливы были Чингиз Айтматов, счастливы были Сүймөнкул Чокморов, Таптөбүбү Турсун. Они были счастливы. Почему? Потому что их труд был востребован. Да? Их талант был Талант раскрыт. был, да, талант оценивали, талант раскрывали и ценили, и все-таки всячески поддерживали. Вот они были счастливы. Вот сегодня, если появись поэт Алыкул Осмонов, он не будет Алыкул Осмонов. Появись Болот Шамшиев, он не будет. Появись Нурамбек Садырбаев или Төлөмү Шакеев, не будешь им. Потому что сегодня общество требует нечто другое. Какими бы гениальными они не были, там, поэтами, художниками, режиссерами, артистами, они не востребованы сегодня. К сожалению, это так. Так. И мне кажется, что человечество идет к логическому концу. Это опасно. Есть выбор, Дмитрий. Как вы говорили, воодушевляет кого-то или не воодушевляет. Либо ты просто стань и смотри, наблюдай таким
коровьими глазами, С попкорном. с попкорном и с колой в руках, либо ты хоть противодействуй, либо ты выражай хоть свое мнение, собственное мнение, ибо ты человек. Человек – это и есть существо, которое должен думать, размышлять, разделять, где правда, где ложь, где белое, где черное. А тогда, когда все смешалось, это уже не жизнь. Это, во всяком случае, это не человеческая жизнь. А неравнодушные люди, они всегда были и будут. Независимо от того, их большинство, меньшинство, независимо от того, что их поддерживает, не поддерживает, их любит, не любит, независимо от этого. Поэтому те люди, которые сидят сегодня за решеткой, они неравнодушные люди. Жить сегодня. Я супруге одного задержанного говорил: гордись, гордись, что у тебя муж именно вот такой, что он за свою землю, так, за свой народ, за свое государство борется открыто и честно. В отличие от других, которые там спрятались под одеялом. Гордись. Ты жена, супруга неравнодушного человека. Гордись. Гордо поднятой головой должны ходить и родители, и супруги, и родственники, и дети. Они должны ходить гордо поднятой головой. Ибо героизм – это не только тогда, когда свое тело бросаешь в дзот. Героизм – это тогда, когда все молчат, а ты можешь говорить свое собственное мнение. Вот это и есть героизм. Рано или поздно это будет оценено по достоинству. У вас есть ощущение, что вас могут арестовать? Там мне, знаете, что написано, то и будет. Арестовать сегодня не только там Удумарова, кого угодно можно. Кого угодно, потому что Конституция спит, законы отдыхают, всякие человеческие нравственные ценности исчезли. Все измеряется деньгами, желательно зелеными. Так? Все измеряется вот так вот. Если ты правильную позицию занимаешь, неважно, ты имеешь диплом, не имеешь, ты будешь работать. Ты оставайся на месте, ты нужный человек. Но не дай Бог, если ты выразишь свое мнение или как, хотя бы сомнение, мы посмотрим, мы возьмемся за тобой, мы разберемся с тобой там. Так ведь? А мне глубоко поняли. Я буду жить так, как я хочу жить. Так, как мне нравится. Я буду говорить то, что я знаю, а не то, что мне диктуют. Ведь многим сейчас по СМС, по WhatsApp отправляют же, о чем он должен говорить. Он же читает. И вопросы дает, передают там, ты вот этот вопрос задай. Он еле-еле читает, говорит: вы очень правильный вопрос задали. Я с вами согласен. Можно равнодушно лицезреть на этот спектакль, а можно выражать свое мнение. Ну, сколько депутатов имеют свое мнение в Джигурку-Кенеше? Меня это не волнует, Дмитрий. Каждый носит свой крест сам. Каждый свой крест носит сам. До конца. И каждый будет отвечать перед Всевышним сам за свои действия. Сын за отца не отвечает, отец за сына не отвечает, жена за мужа не отвечает. Каждый будет отвечать сам за себя. Мы должны заботиться о собственной душе. Завтра, послезавтра те люди, которые тебе давали команду вот так говорить, вот так выступать, вот так и действовать, они не будут рядом с тобой. Они не будут отвечать за тебя. Ты будешь отвечать. Даже сатана, который соблазняет, он говорит: это не я просто предлагал, ты сам решил. Это сатана будет говорить, не то, что там человек, власть имущий. Вот мы должны об этом думать. И мы должны знать об этом.
Если я веду себя таким образом, не ради кого-то, а ради спасения своей души. Вот так. Ваша оппозиционная деятельность в каком ключе будет продолжаться, Таком же. если вас не посадят? В таком же ключе будет продолжаться и на протяжении, как они любят говорить, 30 лет, как продолжалось, так и будет продолжаться. Вы мне скажите, при какой власти Мадумарова не критиковали, при Мадумарова не прессовали? При какой власти? Назовите, начиная Акаева, Бакиева, Утымбаева, при любой власти. Ну и что? Какая разница? Сколько лет ты будешь жить? Какая разница, скажи мне? Под конец, последней секунды, тебе это будет все равно, сколько ты проживал и как ты прожил. Ной, как нам известно, из Библии, из Корана прожил 950 лет. Так ведь? 50 лет стал пророком, 900 лет проповедовал. Под конец жизни он что сказал, когда ангел пришел и сказал, пора. Говорит, так быстро. Если бы я знал, что жизнь так быстротечна, я этого шалаша не построил бы. И что изменилось с тех пор? Ничего. А какая разница? Дмитрий, чем мы дорожим? Мигом одним, да? Мигом одним. Именно этот миг кому-то дает позор. Кому-то дает бесславие. А кому-то дает бессмертие и славу. Вот этот миг. А держаться за эту жизнь руками, ногами не стоит. Эта жизнь того не стоит. Если ты не ты, если твои принципы игнорируются, если ты не можешь жить так, как ты хочешь жить, если ты не можешь выражать свои собственные мысли, если ты не можешь ходить свободно, это разве жизнь? Это существование. Это зависимость. Это рабство. Во всяком случае, раболепство. Всегда надо ходить, как Амар Хайям писал, в этом мире на каждом шагу западня, по собственной воле не прожил ни дня. За меня в небесах принимает решение, а потом бунтарем называет меня. Так ведь? Это же истина. Или же другое. В этом мире лжецов, подлецов и торгашей, рот надежно за шеей, глаза зажмурь и уши закрой, да? И что ответил Чадаев? Я не могу любить свою родину поникшим челом, закрытыми глазами, зажатыми ушами. Я буду любить свою родину открыто, громко. Я буду жить громко. Я хочу прожить так, как не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы по Островскому. А это бесцельность. А если ты не можешь делать то, что ты хочешь, значит, ты не человек. Ты не индивид. Ты не личность. Ты один из многих. А жить, ходить в толпе очень удобно, понимаешь? Очень удобно. Как Владимир Высоцкий говорил же, собаке, который каждый раз ходил в наморднике, если снимешь намордник, этой собаке будет очень неудобно. Он будет чувствовать себя дискомфортно. А вот в наморднике ему очень хорошо, удобно, красиво так. И поэтому ни ошейника, ни намордника не хочу надевать. И не хочу быть оседлым. Я буду скакать туда, куда хочу. Как вольный ветер. Я многим говорю, я свободный
горный орел. Я хочу порхать. Тяжело? Тяжело. Неудобно? Неудобно. Дискомфортно? Дискомфортно. Страшно? Страшно. Но это моя жизнь. Я как должен поступать после этого? Дмитрий, А у меня- судя по вашим у вопросам. меня такой вопрос. А вот если вы станете президентом, Так. первое, у вас хватит сил стать великим президентом? Потому что после той жизни, после того пути, который вы уже прошли, у вас не будет другого выхода. Вот. И второе, а у вас хватит сил дать другим людям быть свободными? Мне очень часто задают вопрос, почему, говорит, спрашивают до того, как выбирает, они хорошие, там, а как только, как Алмаз Аршенович говорил, кто бы не вошел сюда, превращается в дракона. Нет, он изначально был драконом. Он это умело прикрывался чем-то. Он был завуалирован. Ведь у нас в Кыргызстане становятся теми большими начальниками кто? В основном тихушники. Да? Так тихим цапом подбирающиеся. Незаметно. Посмотрите на феномен Акылбека Джапарова. Это феноменальный человек. Феномен. Слов нет. Феномен. Любимчик Акаева. Он предлагал выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. Акаева предлагал. С него хоть кто-нибудь спросил за это? Нет. Почему? Потому что он не заметил. Спросите, кто у Бакиева был самым любимчиком? Это Акыл Джапаров. Он мог даже командовать Бакиевым. Ваше превосходительство. Да, ваше превосходительство. Кто-нибудь упрекнул его? Нет. Почему? Потому что он не заметил. Был самым верным соратником Алмаза Аршеновича? Был. Потом был редким кадром для Феликса Шершембаевича, редчайшим кадром для Джеймбекова. А теперь он незаменимый для Садыра Джапарова. Почему? В чем феномен этого человека? Бесхребетность, беспринципность, безликость. Поэтому вы задаете вопрос, вы не станете таким. Нет, ими рождаются, ими не становятся. Ими становятся, может быть, слабые люди, которые там того, чего не видели, как нынешние, да, и давай, включая нечто оригинальное. Нет, человек, он должен быть изначально со своим стержнем. Вот посмотрите на некоторых президентов. Президента там Уругвая посмотрите, да? Он и жил в деревне до конца своей жизни, и жил в деревне. Президент Аргентины смотрел матч, финал чемпионата мира, где его команда победила и стала Дома. чемпионом. Дома, Дома. по телевизору. Потому у что него билеты дорогие, билеты сказал. дорогие, страна бедная. Да. Он сказал, билеты дорогие. И причем его команда играет в финале. Конечно, это Это финал. Это же- весь мир смотрит. Да. Поэтому 5 миллионов населения Аргентины вышли в Буэнос-Айресе, чтобы встречать своих героев. 5 миллионов, более 5 миллионов. А президент не позволил себе купить билеты, полететь туда и посмотреть матч. Хотя морально имел право. Да. Макрон же прилетел. У Макрона тоже все, не все в порядке. Он прилетел. Ну, молодой. Не захотелось. Хотел успокоить Килиана Мбаппе. Мбаппе сказал, без тебя обойдусь. А что вот это у нашего, что с ним происходит? Почему лабутены? Почему футбол? Почему? Я же Почему говорю, если- куртки за 15 слишком тысяч много долларов? «я»? Почему на этом самолете лететь на чемпионат мира? Что это? Это Если народ позволяет ему, почему нет? Народ-то позволяет ему. Это нормально, считает он. Помните, жена
премьер-министра Израиля Нетаньяху. Жена пригласила своих подружек чай попить в резиденцию. Это стало известно для общественности. Она вышла, извинилась. Скандал, да? Все заплатила. Все заплатила. Извинилась. И премьер извинился. Это Израиль. Богатейшее, сильнейшее государство. Богатейшее не в том плане, что у них есть көмір, что у них есть темир, да? Не углем, не нефтью, не газом. Богатейшие традиции. Богатейшее интеллектуально. Мозгами Умственно, богаты. мозговое богатство, да. Извинился. А у нас что? Что, на твои деньги полетел, что ли? У нас же боты сидят рядом с властью. Этих ботов же создают, эти же власти создают. Они же платят, они контролируют, они оплачивают. Что вы хотите, ребята? В России создали специальную передачу «Антифейк». Да? Учат народ, Как противостоять? как разузнать, что это фейк, обман, ложь или это правда. Они учат. Это образовательная программа. У нас же наоборот фейки создают по приказу власти, и эта же власть эти фейковые материалы приказывает через государственные каналы Распространение. почаще крутить. Вот теперь сравните. Или президента Ирана посмотрите, Ахмединеджад. Он был кем? Он был преподавателем до президентства. Он, между прочим, был одним из лучших президентов в современной истории Ирана. Ушел. Куда ушел? В деревню свою ушел. Кем ушел? Пастухом. Он пасет овец. И он, будучи президентом, всегда с собой брал бутерброд. Папку, портфель. И со своим бутербродом приходил на работу. Это был его обед. А знаете, жена, супруга, кем она работала? У президента Ирана. Она работала уборщицей. В общественном заведении она работала уборщицей. Пока он 8 лет президентствовал, она оставалась там уборщицей. А что, у нас нет собственных примеров? Супруга Абсамата Масалевича была ткачихой. Она и оставалась ткачихой. Только современные могут себе позволить. Если кем-то стали, значит, впереди они уже. А не супруга, а она. Вчера ходила, просила помощь. Практически жену всех президентов. А сегодня уже благотворительностью занимается. Откуда? Вот так вот. Дмитрий, это зависит от самого человека. Каким он был до этого. Если он ничего не видел, он голодный, он ненасытный. Ведь я с трибуны говорил, бедные не от того, что бедные, из-за того, что они ненасытны. Стив Джобс, богатейший человек планеты, что говорил перед смертью? Я все свое богатство отдал бы, если бы кто-то за меня болел бы. Угу. Я могу позвонить, любую еду приносит. Я могу позвонить, любую свою прихоть могу, но я не могу найти человека, который за меня болел бы. Поэтому, исходя из этого, что он говорил? Практически это наставление. Часы за 30 тысяч долларов показывают так же, как и за 30 долларов. А вот эти вот невоспитанные, да, ни нравственном, ни в умственном понимании этого слова, они все, что блестит, они любят это. Потому что это комплекс неполноценности. Через кого-то, через чего-то надо выражаться. А как, если ты умом не блещешь, талантом не блещешь, способностью не блещешь, надо чем-то же показать, быть нечто другим, чем другие. А чем? Одежда. Лабутены. Модник. Одежда. Вот когда человек имеет достоинство,
молодой человек, 23 года, да? Килиан Мбаппе, да? Ему Макрон, президент, подходит, дает руку, он не встает. Он даже не посмотрел на его сторону. Вот это и есть достоинство человека. Он даже в раздевалку зашел, чтобы успокоить его. Он сказал: отойди, уйди. Мой младший сын, Алихан, он говорит: а пап, говорит, представь себе, что если это были мы. Он бы на колени упал бы, обнял бы. Вы есть, поэтому мы здесь. Вот это вот идолопоклонство и все прощающее, все терпящее психология нашего народа, она тоже каким-то образом отзывается в поведении нашей власти. Она в любом случае отзывается. Все прощающее. Поэтому я на кыргызском языке много раз говорю, у нас и радости 2 дня, и горе 2 дня. А потом забыли все. С кем не бывает. Так что, Дмитрий, на ваш вопрос я отвечаю так. Человек с детства должен готовить себя. С детства. Как бы это ни пафосно звучало, это и есть с детства. Оскар Акаевич говорил, что его с парашюта спустили. Как? Да. Так и было. Бакиев говорил: я не знаю, я не ждал, я не ожидал, я сидел и обедал. Манты ел. Обедал? А Тамбаев сказал: я не знаю, говорит, там все подошли, говорит, единственное, у тебя есть средство, говорит, ты можешь противостоять этим, как называли там, очень, очень интересно назвали, противостоять. Джембеков говорил: я даже во сне не видел себя управлять правительством. Вот Тумбаева что сказала, говорит: а там все мужчины были, единственная женщина, и меня вытолкнули вперед. Так? Все, то есть, судя по словам их, случайные. Не готовились, не были готовы. Они самовоспитанием не занимались. А я, в отличие от многих политиков, открыто говорю, я еще со школьной скамьи готовлюсь. И характер готовишь, и образование, и знания, и международная политика, и международная культура, и литература, и кинематография, чего хочешь, экономика. Человек должен быть готовым на все случаи жизни. Он должен быть готовым. А не так, что случайно. Вот. Исходя из этого, отвечая опять-таки на ваш вопрос, я должен говорить: народ, общество должен научиться выбирать. Посмотрите, эта должность не для того, чтобы там кайфовать. Это должность для того, чтобы, может быть, плакать. Как Умар Ну, скорее так. в свое время. Да, скорее Да, так. плакать. С таким ворохом проблем, Да. который просто накатывается. Именно. Все больше и больше. Именно. Именно. Вы знаете, наголову разбил Михаил Илларионович Кутузов Наполеона Бонапарта. Наголову разбил. Он опозорил перед всем миром. Он изгнал. До Парижа гонял. Что писал Наполеон о Кутузове? Великий человек. Ваше светлейшее княжество. Я прошу вас, будьте добры. Я преклоняю свою голову перед вами. Император. А сегодняшняя кыргызская власть что? А, ты про меня так написал. А, ты так отзывался. Я возьмусь за тебя. Я доберусь до тебя. Это что? Это чванливость и мелочность. Это ничтожество. Согласен? Значит, они были изначально такими. Но народ, общество не разглядело. Они поверили. Сейчас говорят: ой, алдайсыңар, там все вы врете, вы сначала обещали. Но есть же люди, которые держат свое слово. А если ты повелся на этом, значит, ты сам хотел этого.
Так? Они с удовольствием готовы быть обманутыми раз в 5 лет. С удовольствием. Таким удовольствием хотят быть обманутыми. А потом говорят, те же. Такой вопрос. Вот мы сейчас разобрали, дали характеристику Джугурку Кенешу, премьер-министру Акылбеку Джапарову, президенту Лабутенах. Вот. И, в общем-то, все очень пессимистично звучит. Но у нас традиционный вопрос каждому гостю в конце передачи. Вы верите в будущее Кыргызстана? А если нет веры, зачем жить? Хоть что-то же должен держать тебя на этой земле. Она вера. Это вера. Это вера, что рано или поздно мы как проснемся и возродимся. Вот это и есть вера. Вот как якорь это держит на этой земле. Без этой веры, наверное, было бы очень-очень плачевно. Ведь и в мусульманстве, и в христианстве, в первую очередь, это же вера. Это величайшая сила. Вера. Верю в то, что рано или поздно, но все-таки, конечно, долго спим, очень долго спим. Мы любим поспать. А вот когда проснешься, ох, как будет тяжело. Вот, мне кажется, что зимней спячке придет конец. Наступит весна, вместе с весной надежда, возрождение, новая жизнь, новое видение. Чуть не повторил Михаила Сергеевича, новое мышление. Вот, и верю в это, верю, что к нам придет весна. Спасибо. Спасибо. Удачи, с наступающим. Вы тоже не переживайте, боритесь. Так мало остается людей, которые могли бы сегодня бороться и говорить ту правду, которая есть. Успеха в новом году, удачи, самое главное здоровье.